Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшипшара. Сегодня в программе к вопросу сохранения и развития родного языка. Президент принял председателя комитета по государственной языковой политике. Месяц чистоты и разбитые лавочки счастья. Как научить людей любить свой город. Актуальный репортаж программы. Благотворительная фреш-акция в поддержку подопечных Ашана. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба принял генерал-майора Дмитрия Юдина по случаю завершения его службы на посту начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии, а также временно исполняющего обязанности начальника погрануправления Алексея Трубецкого. Дмитрий Юдин проинформировал главу государства о том, что согласно указу президента России Владимира Путина он назначен на новую должность. Дмитрий Юдин также представил временно исполняющего обязанности начальника пограничного управления ФСБ России в Абхазии Алексея Трубецкого. Указом президента Российской Федерации я назначен на новую должность. В настоящее время осуществляется прием сдачи дела должности преемнику. И через неделю я буду к новому месту службы. От себя лично хочется сказать большое спасибо вам лично, уважаемый Рауль Джумкович, секретарю Совбеза Мухаммед Сидбиевичу, председателю Службы государственной безопасности, сотрудникам всем правоохранительных силовых ведомств, народу Республики Абхазия за те отношения рабочие, деловые, личные, которые выстроились и которые позволили нам сделать достаточно существенный вклад в вопросах обеспечения безопасности на государственной границе Республики Абхазия. Вместе с тем обстановка остается достаточно напряженной. Одни задачи решены, другие задачи надо решать завтра, сегодня уже. Поэтому разрешите представить вам исполняющего обязанности полковника Трубецкого Алексея Викторовича. Пока временное исполнение обязанностей будет возложено на него, Алексей Викторович имеет хорошее профессиональное образование, достаточный опыт. Он закончил в 1992 году высшее пограничное командное училище имени Феликса Эдмундовича Дзержинского в городе Алма-Ата. Проходил службу в Тихоокеанском пограничном округе, завершил в 2001 году обучение в Академии Федеральной пограничной службы, сменил после этого большое количество мест, различные участки границы охранялись на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе, на границе с Украиной. Последние 1,5 года, как мы знаем, он проходит службу в Республике Абхазия. Ни для кого новым уже человеком не является, имеет понимание тех задач и способов их выполнения, которые необходимы для безопасности Абхазии. Президент пожелал Дмитрию Юдину успехов на новой должности и выразил уверенность в том, что работа, начатая при нем, получит продолжение на пользу Абхазии и России и при новом начальнике пограничного управления. У вас есть перспектива еще дальнейшего роста, работы, но для нас очень важно было и остается то, что с нами друзья, которые выстраивают эти отношения в целях осуществления тех мер, которые нацелены на безопасность как нашего государства, так и российского государства. Те работы, которые мы с вами проводили вместе с нашими силовыми структурами, они как раз таки свидетельствуют о тех полезных отношениях. Несомненно, это нужно будет продолжить. Ну, а вам пожелать успеха на новом поприще. И не сомневаюсь, Абхазия останется для вас тем местом, где, во всяком случае, вы нашли, я думаю, большое количество друзей, выстроили хорошие отношения с людьми. И, несомненно, мы всегда ждем вас. Сегодня президент Рауль Хаджимба встретился с председателем комитета по государственной языковой политике Баталом Хагуш. Вопросы развития и сохранения абхазского языка – главная тема состоявшегося разговора. Комитет по языковой политике должен более активно принимать участие в разработке и внедрении программ, отслеживать их исполнение другими структурами, отметил глава государства. Есть закон о государственном языке, есть различные программы, но необходимо приложить максимум усилий, чтобы во всех организациях и учреждениях абхазский язык стал
рабочим, подчеркнул Рауль Хаджимба. Батал Хагуш сообщил президенту, что в этом направлении проведена большая работа. В ближайшее время должны выйти в свет экономический, медицинский и юридический словари. Кроме того, готовы к изданию словари для средних школ и средств массовой информации. А также в течение этого года появятся бланки на абхазском языке, используемые в делопроизводстве. Делегация Республики Абхазия во главе с вице-премьером Астамуром Кецба посетила церемонию прощания с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, которая прошла накануне в здании Донецкого государственного академического театра оперы и балета и продолжалась более 4 часов. Об этом сообщает Управление информации Кабинета министров Абхазии. Делегация Абхазии возложила цветы к месту гибели главы ДНР. Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане Донецка. Захарченко похоронен на кладбище Донецкое море в Ленинском районе Донецка. 2 сентября президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем Республики президенту Приднестровской Молдавской Республики Вадиму Красносельскому. Созданная свободным волеизъявлением многонационального народа вашей страны, Приднестровская Молдавская Республика является демократическим государством как по духу, так и по своей сути. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что выбор, сделанный народом Приднестровской Молдавской Республики, был единственно правильным. Этот выбор наилучшим образом демонстрирует вашу твердую решимость укреплять свою независимость, жить свободной, мирной жизнью, отмечается в частности в поздравлении. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравления с Днем Республики президенту Республики Арцах Бако Саакяну. Абхазию и Арцах объединяет общее героическое прошлое, неразрывно связанное с ценностями свободы и демократии. Между нашими странами установились очень теплые отношения дружбы и сотрудничества. Хочу вас заверить, что руководство Абхазии и далее будет прилагать все усилия для того, чтобы эти взаимоотношения еще больше укреплялись и развивались во благо наших народов, говорится в частности в поздравлении Рауля Хаджимба. Приближается праздник 25-летия Дня Победы и Независимости. В республике есть много мест, связанных с историей Отечественной войны народа Абхазии. К примеру, местечко рядом с пещерой Образкила в селе Отапу Чемчирского района. Именно здесь собирались в первые дни войны жители близлежащих сел, чтобы создать партизанские группы. На днях в этом историческом месте местными жителями был установлен флаг Республики Абхазия в память о погибших защитниках Отечества. Это место, где с первого дня, с 14 августа, где начали собираться группами по несколько человек, потом уже появились 100-200 человек, уже назвали мы партизанская группа. Многие собрались, но оружия очень мало было. У многих были гладкоствольные оружия. У кого оружие было, он вылазки делали, нам оружие достали, потом мы пошли в Мокве позицию занимать, и до конца войны там сидели. Я лично был снайпером, я не сидел там, но мне потом оружие дали, с Гудоути прислали снайпер. Я работал как смог. Поздравляю всем, кто любит Абхазию вместе с абхазцами и остальными жителями, чтобы они под этот флаг всегда жили и здравствовали, чтобы не болели, чтобы мир был везде. Премьер-министр Абхазии объявил сентябрь месяцем чистоты. Геннадий Гагуля обратился к трудовым коллективам страны, учащимся, ко всем, кто искренне любит свою родину, быть неравнодушными и принять участие в республиканском месяце чистоты в преддверии главного праздника всей страны – Дня Победы и Независимости. Видеть нашу республику самой чистой, уютной и праздничной, безусловно, хотят все. Но так ли активно мы делаем все, чтобы кругом были чистота и порядок? В наших силах хотя бы не сорить и не ломать уже сделанное. Саресмар продолжит тему. На днях на набережной столицы энтузиастами были установлены так называемые лавочки счастья. Они были сделаны молодыми художниками и подарены городу, чтобы радовать его жителей и гостей. И им это удалось. Людям лавочки пришлись по душе, но недолго мы радовались. И вот уже в социальной сети появились фотографии разбитых скамеек. Вандалов даже не смутил тот факт, что они могли попасть в объектив камер наружного видеонаблюдения. Кстати, по поручению министра внутренних дел Гарри Аршмана
служба. По данному факту назначена проверка, которую проводит УВД по городу Сухум. Конечно, этот факт возмутительный, но, к сожалению, он не единичный. В утреннее время в парках и на улицах мы часто натыкаемся на пакеты с мусором, разбросанные пустые банки из-под напитков и шелуху от семечек возле лавок, окурки. Правда, когда мы проводили съемки, мусора в городе практически уже не было. Каждое утро сотрудники коммунальных служб столицы приводят в порядок город, подметают улицы, освобождают мусорные баки. Сломанные лавочки, выброшенные через бордюры на берег моря бутылки – картина не из приятных. Этого не будет, когда к нам придет осознание того, что любовь к своему городу проявляется иногда и в том, чтобы не оставлять за собой мусора. Тем не менее, есть люди, которые по-настоящему болеют за свой город, ухаживают за ним и не только по долгу службы. Заметно становится чище, и все, я думаю, что люди тоже уже прибегают к тому, что аккуратно себя вести, не сорить лишний раз. Вот. И меняется, в парке становится лучше. По всей стране проходит мероприятие по очистке улиц и площадей в связи с приближением Дня Победы и Независимости. Покрасочные работы были проведены в парках и на набережной столицы. Местами проложена брусчатка, приведен в порядок морской порт, кафе «Брехаловка». Совсем скоро заработают знаменитые городские часы. Гости нашего Сухума отмечают, что в столице стало намного красивее и уютнее. Мы очень любим Сухум, мы приезжаем сюда часто. 2-3 раза в год иногда даже получается, что приезжаем и зимой, и весной. Но летом, конечно, бесподобно, и мы видим изменения в лучшую сторону. Насколько город с каждым нашим приездом, насколько город хорошеет. Очень нравится, вожу своих друзей. Вот мои друзья, вожу их постоянно сюда. Всем нравится, все едут с удовольствием. И чисто, и по улицам ходили, везде убирают, нам все нравится. Наведение чистоты и порядка в нашем городе – это каждодневная упорная работа коммунальных служб. Но порой и они не всесильны. И вот тут им на помощь должны прийти все неравнодушные граждане. И только общими усилиями можно сделать свой город чистым. Сария Свар, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение. В рамках подготовки столицы к празднованию 25-летия Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии идет ремонт дороги от улицы Братьев Изугбая на Маяке до Центрального рынка. Работы по укладке асфальта проводятся габаритной спецтехникой, которая блокирует движение автотранспорта. В связи с этим по просьбе дорожно-строительной компании в столице пришлось приостановить троллейбусный маршрут «Рынок-Маяк». По словам специалистов, дорожные работы продлятся до 25 сентября, после чего маршрут возобновится. Обслуживать пассажиров в данном направлении в период ремонтных работ будут маршрутные такси и автобусы. Руководство администрации города Сухум получило письмо от компании, которая занимается укладкой асфальта, с просьбой на период проведения укладки асфальта от 12-й школы до Центрального рынка приостановить движение троллейбуса. Мы с руководством компании, которые сегодня занимается укладкой этого асфальта, прошли этот маршрут и убедились, что нам надо остановить движение троллейбуса и обесточить линию для безопасности. Я хотел бы обратиться к населению Маяка и тем жителям и народу, которые пользуются этим видом транспорта. Извинения за принесенные вам, неудобства для передвижения, но это временное. До 25 числа надо потерпеть, чтобы это было красиво. И я думаю, что для жителей очень будет прекрасно. Асфальт уложен, и город обретет красивый свой облик. В Министерстве экономики Республики Абхазия проходит конкурс на замещение вакантной должности главного специалиста управления государственных инвестиционных программ. Отбор участников проводится среди кандидатов, подавших заявки для включения в кадровый резерв министерства. Вакантной должностью заинтересовались 11 кандидатов, которые сегодня прошли первые 2 этапа. Строгих требований в конкурсе нет. Важно наличие высшего образования и знаний в области экономики. Специалисты министерства отметили, что подобные конкурсы дают возможность испытать себя и устроиться на работу по специальности. Министерство экономики уже 3-й раз проводит конкурс на замещение вакантной должности. Отбор участников проводится среди кандидатов, подавших заявки для включения в кадровый резерв нашего ведомства. Конкурс состоит уже по утвержденной форме из 3 этапов. Это IQ-тест, тест на профильные знания и собеседование.
Сегодня участвует 11 человек, среди которых по результатам конкурса будет отобран наиболее подходящий кандидат на должность главного специалиста в управлении государственных инвестиционных программ Министерства экономики. Общественная организация «Центр развития» совместно с Ассоциацией эндокринологов Абхазии при финансовой поддержке программы развития ООН открыли вторую школу диабета в Сухумской городской клинической больнице. Первая уже работает в Гагарской ЦРБ. Главная цель школы диабета – дать правильную информацию о том, какой образ жизни необходимо вести больным с сахарным диабетом. Алика Трапш выслушала врачей. С каждым годом во всем мире численность больных сахарным диабетом увеличивается. Количество людей, больных диабетом, в Абхазии насчитывает уже 11 тысяч человек. Увы, не все пациенты ознакомлены со всеми нюансами этого заболевания. И зачастую они один на один остаются со своими страхами и переживаниями. Для того, чтобы научить человека жить с диабетом и вовремя распознать его тревожные симптомы, создаются школы сахарного диабета. Здесь врачи-эндокринологи по специально разработанной программе проводят теоретические и практические занятия для пациентов. К примеру, навыки введения инъекций, составления плана питания, адаптация диабетиков в социуме и многое другое. В школе диабета пациенты получают необходимые знания и навыки, которые позволяют достичь нам терапевтических целей. То есть компенсировать свой диабет и жить также. То есть жизнь диабетика не отличается от жизни любого другого здорового человека. И так можно ее провести качественно, и продолжительность жизни никак при этом не меняется. Все исследования показывают, что те диабетики, которые проходили школы диабета, у них гораздо меньше осложнений, они живут также дольше. Манана Сичинава уже 4-й год болеет сахарным диабетом первого типа. Когда узнала об открытии школы диабета, не раздумывая, приехала из Тхварчала на лекцию эндокринологов, так как самой ей очень сложно разобраться во всех нюансах болезни. Было очень тяжело все это переносить. В семье все переживали. Но надеюсь, что врач мне поможет. Нана Альбертовна пришла к ней первый раз в эту школу. И думаю, это правильное решение, что решили так открыть эту школу. Надеюсь, что в жизни радости будет побольше. В школе диабета каждый месяц проходит набор групп, в каждой по 10-15 человек. Занятия с пациентами проходят раз в неделю. И в течение месяца каждая группа усвоит около 10 тем по сахарному диабету. Занятия проходят бесплатно. Их могут посещать не только больные диабетом, но и их родственники. Идея о создании школы диабета возникла давно. И она пыталась воплощаться, эта идея, но не получалось. Общественная организация «Центр развития» взяла на себя ответственность за организационный момент. И общественная организация Ассоциация эндокринологов в Абхазии, они занимаются образовательной частью. Сам проект, он длится до 16 апреля. Но по завершению проекта школы диабета продолжают свою работу. Узнать подробную информацию о школе сахарного диабета и записаться на курсы можно на странице социальной сети Facebook «Диабет Абсны». Алика Трапш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Сегодня в Сухумском роддоме был организован день открытых дверей для представителей средств массовой информации Абхазии. Журналистам рассказали о работе всех отделений роддома, показали оборудование. Им даже позволили зайти в святая святых в отделение для новорожденных. Рената Шакая поделится впечатлениями. С 1 января по 1 сентября в Сухумском роддоме появилось на свет 743 ребенка. 5 женщин поступили с замершей беременностью на большом сроке, что привело к перинатальным потерям. Со слов заведующей отделением родовспоможения республиканской больницы Беллы Пиля, на сегодняшний день в отделении невозможно установить, по какой причине и на каком именно этапе замерла беременность. Нет специалистов, которые могли бы провести вскрытие и установить причину. Мы не можем, получив вот этого мертворожденного ребенка, отправить его на полноценное вскрытие, чтобы нам сказали, что вот на этом этапе, в таком-то сроке произошел сбой там в легочной системе или сердечной, или тут порог сердца, или еще что-то. Вот в этом плане мы очень ограничены. В роддоме работает около 30 специалистов разных направлений. Здесь возлагают большие надежды на молодых и перспективных врачей, в чьей квалификации нет сомнений. На сегодняшний день в Сухумском родильном отделении для детей, которые появились на свет раньше времени, есть все условия для реабилитации. Это инкубатор для недоношенных детей. Их у нас тоже много. Это фототерапия. Видите, тоже аппарат фототерапии. Это для гемолитической, для желтушки новорожденного. Оно лечит. И прекрасно. Бывает сутками дети под этим аппаратом. И исход у нас
слава Богу, хорошие. Касаясь темы абортов, заведующая отделением на удивление категорично. Она высказывается против прерывания беременности, в отличие от многих других врачей. И вот как Белопиле аргументирует свое мнение. Есть очень небольшая часть показаний, по которым я бы еще, конечно, этот вопрос старалась бы вообще рассматривать. Но я вам хочу сказать, что вот те люди, которые к нам приходят, просят сделайте аборт, ни у одного из них медицинских показаний не было. У них есть социальные показания. То есть или они скрывают беременность, или у них там они считают, что они закончили свою детородную функцию, они хотят уже больше не рожать. Я не настаиваю, чтобы люди рожали бесконечно много. Я понимаю, что это очень сложно. Но я настаиваю на том, чтобы люди планировали свою беременность. Являются ли роды платными в Сухумском роддоме? Этот вопрос, естественно, тоже волновал журналистов. Заявляю совершенно официально. Роды в Абхазии абсолютно бесплатные. Вы нигде не найдете у нас прейскуранта на роды, вы нигде не найдете человека, не сможете указать на человека, который не принял у вас роды, если вы ему не заплатили. Если вы мне найдете такого человека, который вам отказал в помощи, я готова сегодня же его уволить с помощью нашего главврача. Со времени последнего ремонта в роддоме прошло 10 лет. Здесь постоянно поддерживают чистоту и порядок. Но справиться своими силами с некоторыми проблемами не получается. Это касается прежде всего душевых кабин. Из-за их неисправности роженицам приходится спускаться на первый этаж, чтобы принять душ. Введены современные перинатальные технологии. Это комплекс мер и методов, базирующихся на традиционных способах выхаживания здоровых детей, формирования контакта матери и ребенка с первых минут и до выписки, совместное пребывание матери и ребенка, эксклюзивное грудное вскармливание, ранняя выписка из родильного стационара. Индивидуальный родильный зал. Женщина поступает сюда, она находится на кровати, перед родами, принимает положение, которое ей хочется. Вот у нас мячик, на котором она может обезболиваться. Все удобства для женщины здесь предоставлены. Женщина у нас рожает и находится в этом родильном зале до того момента, как она придет немножечко в себя. Как только она придет в себя, она идет уже с ребеночком вместе. Ребенок находится с ней на животе у мамы 2 часа. Потом, как только женщина пришла в себя, она идет в палату со своим ребеночком и находится уже там в послеродовом отделении. В перспективе у нас вообще, вот и руководством, и нами, мы планируем сделать индивидуальные родзалы полностью на этаже. Может быть, сделаем какие-то совместные, партнерские роды, то есть какой-то из родственников может присутствовать. Сегодня руководство Сухумского роддома ставит перед собой цель создать условия, при которых роженицы не выезжали бы за пределы Абхазии, а смогли бы получить квалифицированную помощь в наших больницах. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. До свидания, лето или арбузный фреш. Так называется акция, которую организовал культурно-благотворительный фонд «Ашана». В акции, направленной на сбор средств для лечения тяжелобольных детей Абхазии, приняли участие известные в республике люди, которые часто оказывают помощь подопечным фонда. Уже много лет благотворительный фонд «Ашана» проводит различные акции, направленные на сбор средств для лечения тяжелобольных детей. Много людей откликаются на призывы о помощи и помогают фонду. На сей раз организаторы акции продумали идею участия так, чтобы каждый, кто придет, получил большое удовольствие и массу положительных впечатлений. Для взрослых и детей был организован мастер-класс по росписи футболок. Помимо возможности собрать денежные средства, данная акция несет в себе терапевтический эффект, говорят организаторы. Как известно, творчество – это процесс такой, можно сказать, медитативный. Они таким образом расслабляются, могут выливать свои эмоции, выражать их в красках, в цвете, в интенсивности цвета. Это давно известные методики, которые используют психологи, как российские, так и зарубежные. Конечно, это несет и такой, можно сказать, терапевтический эффект тоже. В акции приняли участие известные в Абхазии люди, которые часто помогают фонду. Вместе с подопечными «Ашана» они раскрашивали белые футболки. На каждой из них должен был быть рисунок, напоминающий арбуз. Дети с восторгом наносили яркие краски на футболки. И в этот момент они были по-настоящему счастливы.
Я пришла с хорошим настроением, я рисую арбуз. Я рисую футболку свою. Это очень интересно, и интересно, что получится у меня. Процесс раскраски футболок очень понравился не только детям, и взрослые с удовольствием занялись рисованием. Это очень увлекательно, я надеюсь, что ребята сегодня получат огромное удовольствие. Ну и плюс это действительно благотворительность, я надеюсь, что мы делаем все вместе одно общее доброе дело. На акцию «До свидания, лето» или «Арбузный фреш» многие известные в республике люди пришли со своими детьми. Они также помогали подопечным фонда «Ашана» наносить краски на футболку. В завершении акции взрослые участники мероприятия приобрели по 2 футболки и себе, и ребенку, которому помогали наносить рисунок. Акция «До свидания, лето» или «Арбузный фреш» собрала 60 тысяч рублей. Все деньги будут направлены на лечение подопечных фонда «Ашана». Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.